Мы находимся на берегу Кировского водохранилища. Вот это водохранилище. Сегодня день археолога, сегодня праздник. Хочу поздравить профессиональных археологов и любителей истории археологии с этим праздником. И в этот праздничный день мы приехали на берег Кировского водохранилища. Сегодня здесь продолжаются археологические раскопки древнего городища города Шельджи, впоследствии Садыр-Хоргон, который город остался на дне водохранилища. Но из-за того, что воды много, в этом году археологи решили копать окраины Рабата и, может быть, крепостные стены, которые здесь 4 ряда крепостных стен. Работа, кстати, продолжается уже второй год. В прошлом году совместная экспедиция, кыргызско-российская археологическая экспедиция в составе сотрудников Эрмитажа и нашей Академии наук проводила здесь раскопки на так называемой цитадели или Хан-Ордо. Были очень хорошие результаты. Артефакты, которые были найдены в прошлом году, археологи комиссионно сдали в музей, этнографический музей Манас-Ордо. И вот сейчас они ведут сегодня раскопки и очень хорошо попали на жилое помещение. Мы сейчас видели, что там, значит, есть помещение, где есть место очага, есть хумы, кувшины, есть жернова, то есть это было жилое помещение. И что хотелось бы сказать, это интереснейшее место с точки зрения раскопок, истории. Ну и, пользуясь моментом, хотел бы обратиться ко всем, в принципе, жителям Кыргызстана, в том числе и более того, к черным копателям Таласской долины. Очень богатая история, но, к сожалению, мощными металлоискателями черные копатели выкапывают наши исторические артефакты и их продают. Я призываю к патриотизму. В этом году кыргызстанско-российская археологическая экспедиция продолжала работы на городище Садыр-Курган, столице средневековой области Шельджи, одноименном городе, одном из самых крупных городищ Верхней долины Верхнего Таласа. В этом году, ввиду того, что в водохранилище было очень много воды, центральные развалины городища не появились из-под воды. И поэтому мы были вынуждены заниматься изучением открывшейся западной части Рабада, средневекового города. Здесь в нашей экспедиции была раскопана почти целиком усадьба рядового горожанина, который занимался, по всей видимости, был связан своей профессиональной деятельностью с производством чугуна, так как основным, видимо, основным занятием населения города было выплавка чугуна. Это продолжалось как и в караханитское время, началось в караханитское время, когда чугун массово вошел в быт горожан, так это было и при втором взлете города при тимуридах. Собственно говоря, эта усадьба состояла из двора и нескольких помещений. В общем, она довольно классического плана, такие усадьбы ранее изучались, они хорошо известны в долине Верхнего Таласа. Стены у них сложены из камня, фундаменты стен сложены из камня, они были настроены сырцовым кирпичом и, вероятнее всего, имели каркас деревянный. Понятно, что не каменных построек ничего не сохранилось, тем более за 40 лет использования водохранилища сохранность городища очень сильно изменилась. Вода, прибой постоянно, так сказать, сокращает количество культурного слоя. Главным
результатом результатом нашей деятельности в этом году стало то, что нам стало совершенно очевидно, что западная часть Рабада и, скорее всего, весь Рабад, включая западный пригород, где Петр Никитич Кожемяков в 60-е годы изучал караван-сарай, она возникает в караханитское время, причем где-то в районе вокруг середины 11 века, от середины 11 столетия. Интересно, что в этой части совершенно не оказалось слоев после монгольского времени, слоев второй половины 14-15 века, когда на цитадели и в центральных развалинах слой монгольского времени, после монгольского времени, ну то есть второй половины 14-15 веков, имеет толщину более 2 метров. То есть город монгольского времени был меньше города караханитского периода. Ну вот это основной результат наших раскопок. Ну и конечно в этом году нами была найдена боковина крупного тарного сосуда хумчи с оттиском тамги в виде трезубца, который является тамгой, по всей видимости, этого города Шельджи, Садаркургана, то есть, города Шельджи, Садаркурган это городище. То есть нам сейчас совершенно очевидно, что тамга это в виде трезубца начала широко использоваться в XI веке и была явно связана с населением, тюркоговорящим населением этого города. Вот такие вот результаты.